Ассаляму алейкум, здравствуйте! С вами Эльдар Шарипов. Если вы любите готовить и делать это с любовью и вдохновением, мы обязательно станем с вами добрыми друзьями. А приготовлю я сегодня кюфта с нутом, фаршированные перчики с крышкой и монгольский чай. Для приготовления кюфты мне понадобятся следующие ингредиенты. Нут, курдючный жир, фарш, морковь, лук, картофель, чеснок, специи и томатный сок. А начнем мы приготовление кюфты с курдючного жира. Возьмем, порежем его на небольшие кусочки, аккуратные кубики. Почему мы взяли курдючный жир? Потому что он придаст этому блюду особенный вкус. Но если у вас не будет под рукой курдючного жира, вы спокойно можете заменить его растительным маслом, но вы не получите ярко выраженный вкус, который даст курдюк. Вот так мы все красиво нарезали. Сейчас мы включаем плиту, ставим на нее сковороду, дадим немножко разогреться и поместим наш курдючный жир и будем его обжаривать. Готовится не из цельного мяса, а готовится из фарша. Есть небольшая особенность. Фарш должен чуть отстояться. После того, как вы его перекрутили, желательно, чтобы он 2-3 часа стоялся в прохладном месте. Это одна из особенностей этого блюда. Сковорода у нас нагрелась. Можно обжаривать наш курдючный жир. Мы не будем его обжаривать на сильном огне. Пока курдючный жир будет превращаться в шкварки, мы займемся овощами. Для этого мы возьмем лук. Порежем его мелким кубиком. Не забываем немножко помешивать, чтобы курдюк обжарился со всех сторон. Видите, он уже впустил свой жир. Он имеет ярко выраженный запах. Слово кюфта переводится с тюркского как фарш комочком. В процессе мы будем лепить из фарша те самые фрикадельки. И на их основе будем получать интересное и вкусное блюдо. В принципе, у нас уже все хорошо обжарилось. Курдюк пустил свой жир. И сейчас на этом жире мы будем дальше обжаривать наш лук. Я вам честно скажу, это уже прекрасно выглядит. Особенно этот запах. А пока наш лучок томится, нам понадобится морковь и терка. На среднюю терку мы натираем морковь. Все, морковь мы натерли. Дальше мы добавляем нашу морковь в сковородку. Также тщательно вымешиваем. Даем моркови обжариться. У нас уже появился интересный цвет. И пока морковь обжаривается с луком, пустит свой цвет. И только после этого мы будем закидывать нут. Вот вы видите, да, уже цвет у нас меняется. Наш полуфабрикат превращается практически в красивую однородную массу. Кусочки курдюка уменьшаются, ужаривается как раз, что нам надо. Дальше мы берем нут. Нут мы заранее замочили. Вообще нут замачивается на 5-6 часов. Некоторые сорта и на дольше. Для чего это делается? Для его быстрого приготовления. Так как этот продукт под названием турецкий горох, но мы его знаем как нут, заливается водой, дабы приготовить его быстрее намного. Все. Мы можем высыпать наш нут. Аккуратненько подправим, чтобы у нас по краям не горело. Вообще история нута уходит глубоко в прошлое. Путем археологических раскопок доказано, что нут начали выращивать
7,5 тысяч лет назад, но в обиходе появился в 17 веке и практически стал известен всему миру. Сейчас я добавил немножко воды и томатного сока. Вымешиваем так вот в однородную массу и дадим чуть-чуть потомиться. Берем наш подготовленный фарш, будем лепить небольшие фрикадельки. У нас фарш 70 на 30, 70 мякоти, 30 жира. Я советую брать фарш именно такой пропорции, потому что именно жир, он оставляет в себе влагу, и кюфта, то есть фрикадельки, стают более насыщенными и вкусными. Если фарш немножко прилипает к рукам, можно смочить руки водой или смазать руки растительным маслом. Но в данном случае фарш у нас жирный, соответственно, этим облегчает приготовление. Кюфта — это не последний ингредиент у нас. Мы еще позже чуть добавим туда картофель, так как нут варится долго, и картофель мы не ложим вместе. Желательно, чтобы картофель имел свою целостность, и мы могли его как и визуально, как и рецепторно отделить в нашем блюде. Наше количество супа хватит 10 штучек, то у каждого блюда должна быть эстетика. Дорежем наш картофель. Кубик где-то 1,5 на 1,5, может сантиметр. Не будем большими кусочками. Дорезали наш картофель. Сейчас мы посмотрим на состояние нута. Все, кто сталкивался с этим продуктом, с нутом, все знают, что приготовление его очень трудоемкое, занимает много времени, но с этого продукта получается очень вкусное блюдо. Но крымские татары любят нут с мясом. Часто мы его можем увидеть на свадьбах, на больших мероприятиях, на национальных праздниках. У нас должна быть не совсем плотная консистенция, все-таки это суп, но ничего страшного, в процессе можно добавить еще воды. Если вдруг вам покажется, что суп превращается в кашу, всегда это можно дело будет разжижить чуть-чуть больше, чем жидкости, из-за этого мы добавим ее. Не обязательно кипяченая вода, можно и холодная, потому что в процессе это еще будет долго томиться. Сейчас доходим до самого интересного, конечной вариации самого бульона, а я имею в виду его вкуса. Добавим пару листиков лаврового листа для аромата. Добавим немножко молотого красного перца. По желанию можно добавить паприку. Красный перец даст пикантную остринку, а черный душистый перец подчеркнет все остальные вкусы. И, конечно же, по вкусу подсаливаем. На таком среднем огне будем доводить нашу кюфту с нутом до готовности. Самое время добавить в нашу кюфту чеснок. Мелко порежем. Чеснок даст еще один вкус, еще один аромат в сам бульон. Закидываем в сковороду. Помешаем, дадим чесноку разойтись по всей площади. И самое время шарики из фарша аккуратненько погружаем их в сам бульон. Смотрите, как уже у нас красиво все выглядит. И безумно это все вкусно пахнет. Дабы не травмировать их, погрузим максимально бульон. Минутку-полторы протушим и помешаем, перевернем шарики другой стороной и будем доводить уже до конечного результата. Мясные шарики сформировались. Можно аккуратно перевернуть их на другую сторону. И пока она будет тушиться, мы добавим туда зелень. Возьмем всего понемножку. Зелень даст еще свои ароматы. И вы уже можете себе представить,
как это будет все звучать. Каждый продукт отдает свой вкус, а взамен мы получим вкуснейший, насыщенный бульон. Я бы сказал, что это настоящее мужское блюдо, потому что здесь присутствует и мясо, и нут, и много-много разных продуктов, которые отдадут вкус в бульон. Можно чуть-чуть даже убавить. Итак, прошло 20 минут, наша кефта готова. Можем отключать плиту и порционно наливать кефту в нашу косушку. Начнем с самого низа. Выложим нут, как это все вкусно пахнет. Пропорция должна быть равномерная. Сначала выкладываем нут и все ингредиенты. Поверх этого всего выкладываем кефту с фарша. И добавляем бульона, самое ценное, самое вкусное. Сейчас дело осталось за малым. Украсим. Для этого мы возьмем базилик. Красиво вот так вот верхушечку. Базилик отлично дополнил наше блюдо. Наша кефта с нутом готова. А следующее блюдо мы будем готовить болгарский перец с крышечками. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как болгарский перец, помидоры, репчатый лук, морковь, шампиньоны, рис, чеснок, томатная паста и специи. Начинаем с подготовки перца. Аккуратненько прорезаем перец по всему основанию, делаем визуальную вот такую крышку. Главное не травмировать его, отделим серединку, удалим внутренний сегмент. Перец будет нашей основой, в него мы будем закладывать нашу начинку. Делаем крышечку и вот так вот подрезаем. Таким вот образом мы потом это будем накрывать. То же самое проделаем с остальными перцами. Подготовили наш перец. Далее мы занимаемся начинкой. Для этого мы уже заранее подварили рис. Мы его хорошенько промыли. Сейчас будем в этот рис добавлять остальную начинку. Для этого мы возьмем репчатый лук. Нарежем его мелким кубиком. Нарезка мелкая, для того, чтобы перец долго не запекался, для того, чтобы вся начинка равномерно пропеклась. Вот таким кубиком мелким. То же самое проделаем со вторым луком. Лук готов, добавляем его в миску с подваренным рисом. Помимо лука и риса там еще будет морковь, которую мы сейчас натрем на мелкой терке. Натерли морковку, добавляем ее также в фаршу. Пока у нас в руках терка, мы также мелко натрем чеснок, пару зубчиков. Отправляем в наш фарш. Дальше мы берем шампиньоны и тоже мелким кубиком нарежем. Нам это количество будет достаточно. Нарезанные шампиньоны добавим в фаршу. Помидоры также мы будем нарезать кубиком. Для этого мы удалим плодоножку. Ничего страшного, если у вас
помидоры мягкие, все равно нам надо получить фарш. В этом нет ничего страшного. Помидоров можно добавить чуть-чуть больше, чем остальных ингредиентов, так как помидоры дадут сок, дадут свой вкус. Перекладываем. Дорезали наши помидоры, отправляем в миску. Сейчас фарш хорошо мы вымешаем, чтобы пропорции его были одинаковые. Обычно мы привыкли видеть это блюдо с мясом. Всем известный фаршированный перец, долма. Но в данном случае мы будем его готовить сугубо с овощной начинкой. Мы все хорошенько вымешали, получили равномерную массу. Сейчас мы доведем все это дело до вкуса, подсолим, поперчим. Для этого нам понадобится черный перец и соль. Рис заберет в себя соль, так что можно чуть-чуть ее добавить, не бояться. Перец подчеркнет все вкусы. Еще раз мы перемешаем. Я бы назвал это сезонным блюдом. Даже несмотря на то, что мяса здесь нет, все овощи как раз таки в обилии на прилавках магазинов. Можем отставить. Осталось подготовить бульон, который будет заливаться вокруг перца, для того, чтобы перец не подгорел. И за счет пара, который будет выделяться, он проварился и насытился равномерно вкусом. Для этого мы возьмем подходящую нам полусферу, томатную пасту, выложим пасту в полусферу и добавим воды. Нам не надо, чтобы перец утопал, надо, чтобы чуть-чуть покрывал, может быть, до половины, можно меньше, дно перцев. Готовится это быстро. Я советую подсолить, чтобы он не был пресным. Вымешиваем до однородной массы. Получаем такую томатную основу. Напоминает томатный сок. Отставляем в сторону и начинаем фаршировать наш перец. Достали противень, включим нашу плиту. Пока плита нагревается, мы начинаем фаршировать перец. Я советую в подготовленный фарш добавить чуть растительного масла, буквально грамм 50. Хорошенько вымешаем. Фаршировать нетрудно, сильно прессовать не стоит, так как там появится сок, который отдадут все овощи. Аккуратненько выложили, накрыли крышечкой, чуть придавили и выкладываем на наш противень. То же самое делаем с остальными перцами. Все, таким образом заполнили наши перцы начинкой. И аккуратненько закроем крышечкой. Главное, чтобы перец устойчиво стоял. Заливаем нашей готовой смесью. Как раз у нас духовка нагрелась. Аккуратненько закладываем наши перцы. А пока наш перец будет запекаться, я приготовлю монгольский чай. Для приготовления монгольского чая нам понадобятся такие ингредиенты: молоко, сливочное масло, мука, черный и зеленый чай, черный душистый перец, красный перец и вода. А для этого нам пригодится сковорода, на которой мы приготовим так называемую поджарку, в которую входит мука и сливочное масло. Включаем плиту, разогреваем ее, добавляем муку, грамм 100, обжариваем до появления кофейного светло-бежевого оттенка. Главное тщательно помешивать, так как мука быстро подгорает. Советую делать это не на большом огне. Хочу немножко рассказать вам о истории
самого монгольского чая. Само слово «монгольский» говорит о том, что родом чай из Монголии. Еще до вторжения монголов на Русь монголы завоевали Китай, и именно от китайцев познакомились с чаем, который сегодня известен во всем мире. Но для монголов это не стало такой чайной церемонией, как происходит в Китае или в Японии. У них все оказалось намного серьезней. А серьезнее почему? Потому что монгольский чай они готовят вот таким образом, с добавлением огромного количества ингредиентов. Этот чай в дальнейшем они использовали в своих походах. Он давал им энергию, питательные вещества чая бодрили. И таким образом армия Чингисхана получала силы во время длительных и больших походов. Мы обжарили муку. Сейчас мы добавим сливочное масло. Тут 200 грамм. Будем растапливать его и вымешивать. Вот сейчас вы заметили, у нас уже все это дело превратилось в такую интересную кашу. Главное, чтобы не оставались комочки. Хорошенько вымешиваем. Для нас такое приготовление чая является диковинкой. Для любого европейца он даже себе представить не может, как в чай можно добавлять муку, масло, специи. А для монголов это уже история, традиция, это уже обычаи. У монголов принято первую чашу с чаем отдавать главе семьи, а уж потом остальным членам семейства. Наша однородная масса получилась. Мы разбили все комочки, чтобы потом это в чае не чувствовалось. Сейчас мы отставляем это все в сторону, это пригодится нам чуть позже. А пока мы берем нашу кастрюльку, где мы будем варить чай, добавляем пропорцию 40 воды на 60 молока. Вливаем сюда 2 стакана молока. И ставим нашу заготовку на плиту на средний огонь. В процессе мы будем заправлять его специями. Для этого нам понадобится черный перец, чайную ложку черного душистого перца и пол-ложки красного молотого. Добавляем зеленого чая, чайную ложку и около чайной ложки черного чая. Дальше мы это хорошенько вымешиваем и доводим наш чай до кипения. Наш чай закипает. Самое время добавить масло с мукой. И тщательно вымешиваем. Доводим до кипения, в общем, и мы его отставляем еще на минут 10-15 для того, чтобы он настоялся. Чай настоялся. Последние штрихи. Добавляем в чай мед. Мед мы добавляем в конце, для того, чтобы мед не сварился и его полезные вещества не растворились. Вымешиваем, даем меду разойтись. Это безумно интересно пахнет. Я даже не могу вам передать, как. Сейчас мы переливаем наш готовый чай в чайник. Хочу добавить, что в Монголии принято чай наливать в пиалу. Чай не наливается до конца, так как это жест неуважения.
и подается или двумя руками, или поддерживается второй рукой снизу, в знак уважения к хозяину дома. А за это время наш перец запекся. Достаем его из духовки. Выкладываем наш фаршированный запеченный перец на тарелку. Здесь уже момент деликатный, так как перец мягкий. Поддерживаем аккуратно его снизу и сверху. Перец у нас получился красиво, он не потерял свою форму. Поднимайте крышку и аккуратно вынимайте начинку ложкой, а потом и вовсе съедается весь перец. Наш перец готов. Наши блюда готовы. И сейчас я напомню, из каких ингредиентов я их готовил. Кюфта с нутом. Нарезал мелкими кусочками курдючный жир, высыпал на дно сковороды, нарезал лук кубиками и добавил в сковороду. Натер морковь и отправил к луку. Добавил нут, влил томатный сок и воду. Нарезал кубиками картофель и добавил в сковороду. Из фарша сформировал маленькие ровные шарики, добавил душистый черный перец, красный молотый и соль. Измельчил чеснок и добавил в бульон. Затем опустил в готовящийся суп в тефтельке. В завершении добавил зелень. Оставил томиться на 20 минут. Выложил в порционное блюдо, украсил базиликом. Кюфта с нутом готова. Фаршированные перцы. Очистил перцы от семенной коробочки. Нарезал мелко лук, натер морковь и чеснок через терку. Мелко кубиками нарезал шампиньоны и помидоры. Все ингредиенты смешал воедино. Полученную начинку посолил и поперчил и убрал в сторону. Для бульона смешал томатную пасту с водой. Добавил специи. В фарш добавил 50 грамм масла. Аккуратно перемешал. Все перцы нафаршировал и накрыл крышкой. Отправил в духовку на 1 час. Фаршированные перцы готовы. Чай монгольский. Обжарил на сковороде муку и масло. Отдельно смешал молоко с водой и довел до кипения. Добавил черный и красный молотый перец. Во время варки добавил муку в разведенном масле. Дал чаю отстояться и в завершение добавил мед. Монгольский чай готов. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Пусть за вашим столом собираются родные и друзья. Удивляйте их интересными блюдами. А с вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аш татлы олсун.